В Магасе открылась первая лаборатория безопасности. Она расположена на базе Центра образования. Так реализуется программа защиты детей на дорогах, которая призвана воспитывать поведенческую культуру молодежи от 5 до 16 лет. Вместе с необходимым инвентарем на лаборатории передали и автомобиль, с помощью которого будут отрабатываться специальные упражнения. Репортаж Хавы Гагиевой. Это не просто танец, а сигналы регулировщика. Тут и переходы на зебре, и пересечение сплошной линии, и даже обгон не положен на месте. Яркой программы дети не только завлекают зрителей, но и благодарят за открытие первой лаборатории безопасности. Поздравить со знаменательным событием приехала заместитель председателя правительства Ингушетии Марьям Амриева. Сегодня цивилизованный человек должен обладать культурой поведения как участник дорожного движения. Без этого мы подвергаем свою жизнь опасности. Поэтому открытие такого центра, где вы будете проходить не только теорию, вам будут рассказывать про правила дорожного движения, но вас будут учить на примерах. Вы будете проходить практику, это очень важно. И поэтому государство заботится о том, чтобы вы были здоровы, чтобы вы были в безопасности. Вот для этого направлен этот проект. Велосипеды, конусы, столы, макеты, элементы уличной дорожной сети, а также модель автобуса. Всероссийская лаборатория безопасности – это комплекс технических и методологических инструментов, который включает в себя и автомобиль. С его помощью отрабатываются упражнения, которые демонстрируют зависимость тормозного пути от скорости транспортного средства. Такого рода тренажеры в Ингушетии впервые. Сегодня, я вижу, вам подарили на самом деле очень интересные и очень эффектные, демонстрирующие все навыки и все особенности, всю специфику движения и поведения на дорогах. И это на самом деле очень важно, и я вам искренне завидую. И очень надеюсь, что вы станете частью эталона поведения остальных участников, поскольку вы сегодня пешеходы. За рулем еще рано, но о том, как вести себя на дороге, они уже знают. Белла Бамбатова признается, на любой вопрос инспекторов ГИБДД ответит без запинки. Ведь все эти правила она не раз применяла на практике. Пешеходам нельзя переходить дорогу на красный цвет, так как ездит машина, машину может сбить и случится катастрофа. Пешеходам можно проходить на зеленый цвет, а машинам также тоже для них специальный есть светофор, им тоже можно ехать на зеленый, а на красный надо остановиться, если надо пешеходу перейти дорогу. Лаборатория безопасности – программа, направленная на снижение числа аварий с участием детей и предотвращение ключевых факторов риска в области детской безопасности на дорогах, а также на формирование культуры поведения и воспитания личности, соблюдающей правила дорожного движения. Проект реализуется совместно Госавтоинспекцией МВД России при поддержке Министерства образования и транспорта Российской Федерации. За прошлый год в России произошло более 15 тысяч дорожно-транспортных происшествий с участием детей до 16 лет, в которых погибли 475 ребят. Случаи наезда участились и в регионе. С начала этого года на пешеходных переходах сбили 3 человек, в их числе и 2 детей. Теперь с помощью этого проекта сотрудники ГИБДД обещают, статистика пойдет на спад. Наблюдаются проблемы, скажем так, с безопасностью дорожного движения в плане сравнения с европейскими государствами, но вместе с тем смею вас заверить, что идет поэтапное снижение количества ДТП, количества пострадавших, количества раненых. Ну а с таким замечательным мобильным комплексом мы все вместе с Министерством образования, с Министерством здравоохранения, я так думаю, мы сделаем дороги республики безопасными и вырастим достойную смену будущих инспекторов дорожного движения. Центр предусматривает все программы и темы для детей от 5 до 16 лет. Для самых маленьких это дорожные знаки, а для детей старшего возраста правила дорожного движения, которые можно изучать на макетах, отрабатывать на интерактивных программах. Чтобы уже сегодня показать, как в будущем-то работает лаборатория, для гостей провели мини-экскурсию. Я ее на счет 3 ловлю, вы ее... Ой, ловлю, я кидаю, вы ловите. На счет 3. Раз, два, три. Да. То есть, смотрите, что это значит? Что мы, когда ждем, что есть опасность, то мы ее ждем. И мы сосредоточены на том, что она может появиться. Если мы отвлечены чем-либо, то мы не в ситуации, мы не ждем. И, соответственно, мы не контролируем.
Открытию такого центра в республике рад и Магомед Сычоев. В прошлом году парень участвовал в конкурсе юных инспекторов дорожного движения. Тогда его команда победила. Если раньше ребята довольствовались лишь теорией, теперь свои знания получится закрепить на практике, признается мальчик. Вот на таких макетах. На этой локации мы можем отчетливо увидеть ситуацию, как пешеход пытается перейти зебру, и для одного водителя уже видно издалека зебра-знак, и он должен снизить скорость для того, чтобы пешеход смог перейти дорогу. Это необходимо для безопасности дорожного движения. Центр открылся в 2016 году в рамках реализации всероссийской программы, направленной на снижение числа дорожных аварий с участием детей и подростков. В 2021 году лаборатории планируют открыть в 25 регионах России, и таким образом проект охватит уже всю страну. Хава Гагиева, Магомед Белакиев, Новости 24.